Урок 28. Комикши робот. Робот-помощник. На этом уроке ты прочитаешь текст, используя метод прогнозирования. Научишься характеризовать себя и других. Новые слова сегодняшнего урока. Жаңа сөздер. Таныстыру. Знакомить. Шебер. Мастер. Умелец. Умелый. Шапшан. Быстрый. Расторопный. Быстро. Күшті. Сильный. Демек. Следовательно. Значит. Зерек. Понятливый. Сообразительный. Смышленый. Баяу. Жай. Медленный. В первом задании, глядя на рисунки, надо составить диалоги. Например, по первому рисунку можно составить такой диалог. Сен кімсің? Ты кто? Мен роботпын. Я робот. Ал мен әсеммін. А я әсем. Мынау менің әкем. Мынау менің анам. Мынау менің ағам. Это мой папа. Это моя мама. Это мой старший брат. Диалог по второму рисунку. Менің атым Анар. Мен әсемнің анасымын. Меня зовут Анар. Я мама Асем. Диалог по третьему рисунку. Әке, робот деген кім? Папа, кто такой робот? Асем. Робот адамның көмекшісі. Ол ағаштан бұйым жасай алады. Футбол ойнай алады. Ыдыс жуа алады. Асем. Робот – помощник человека. Он умеет делать изделия из дерева, может играть в футбол, мыть посуду. Әке, ол күшті ме? Папа, он сильный? Я. Робот күшті. Ол тоңазытқышты көтере алады. Да, робот сильный. Он может поднять холодильник. Во втором задании написано, что надо ответить на вопросы. Но вопросов нет. На самом деле, надо вместо многоточий писать слова из рамки. Какие предложения должны у вас получиться? Робот ағаштан бұйым жасай алады. Демек, ол шебер. Робот умеет делать из дерева изделия. Значит, он умелый. Робот тоңазытқышты көтере алады. Демек, ол күшті. Робот может поднять холодильник. Значит, он сильный. Робот тамақ пісіре алады. Демек, ол шебер. Робот умеет готовить еду. Значит, он умелый. Робот футбол ойнай алады. Демек, ол шапшаң. Робот умеет играть в футбол. Значит, он быстрый. В разделе «Есте сақтайық» запомним. Нам представлена таблица личных окончаний существительных и прилагательных. Ребята, в казахском языке, если существительные или прилагательные являются сказуемыми, то к ним прибавляются личные окончания. В русском языке такого явления нет. Выбор окончания зависит от того, какая буква стоит последней в основе слова. Например, мен анамын. Я мама. Мен әкемін. Я папа. Мен жұлдызбын. Я звезда. Мен роботпын. Я робот. Мен жігітпін. Я парень. Мен тәрбиелімін. Я воспитанный. Мен ақылдымын. Я умный. Мен жауапсызбын. Я безответственный.
Мен көңілсізбін. Я грустный. Мен жомартпын. Я щедрый. Мен зерекпін. Я понятливый. В третьем лице окончания не присоединяются. В третьем задании в пункте А надо отметить в таблице правильные окончания. Для этого надо посмотреть, какая буква стоит последней в основе слова. У вас должны получиться такие слова. Тәрбиелімін. Я воспитанный. Ақылдымын. Я умный. Көңілсізбін. Я грустный. Жомартпын. Я щедрый. Үмітпін. Я үміт. Алмаспын. Я алмаз. В третьем задании в пункте А вместо многоточий надо вставить соответствующие окончания, а затем придумать собственные примеры. Вы можете дать такие ответы. Мен күштімін, мықтымын. Ауыр затты көтере аламын. Я сильный, крепкий. Могу поднять тяжелые вещи. Мен ақылдымын, кітап оқи аламын. Я умный, могу читать книги. Мен еңбекқормын, үй жинай аламын, тамақ пісіре аламын. Я трудолюбивый, могу убираться дома, готовить еду. Мен шебермін, әртүрлі бұйымдар жасай аламын. Я умелый, могу делать различные изделия. Мен шапшаңмын, футбол ойнай аламын. Я быстрый, могу играть в футбол. В четвертом задании надо придумать, что могли бы сказать герои на рисунках и составить предложение. Үлгі, образец. Слон может сказать мышонку: Мен үлкенмін, ал сен кішкентайсың. Я большой, а ты маленький. Какие предложения можно составить по другим рисункам? Мен күштімін, ал сен әлсізсің. Я сильный, а ты слабый. Мен көңілдімін, ал сен көңілсізсің. Я веселая, а ты грустная. Мен шапшаңмын, ал сен баяусың. Я быстрый, а ты медленная. Урок окончен. Благодарю за внимание.